Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В прошлом году травматологической службе Якутии исполнилось 70 лет. Отделение на базе Второй республиканской больницы оказывает круглосуточную, специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь взрослому населению республики в экстренной и плановой формах. В нашей студии Иван Иванов, главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Иван Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В чем заключается основная задача травматологического центра? Ну, тут надо понимать, что травматологический центр – это не только травматологическое отделение, юбилей, которое мы отпраздновали не так давно. Это вся больница целиком, которая оказывает помощь пациентам, пострадавшим при различных травмах, отморожениях, ожогах, бытовых травмах, производственных и так далее. То есть это, по сути, все отделения, которые находятся на территории нашего учреждения, куда поступают данный контингент больных. То есть все взрослое население республики, кстати, полученных травм, госпитализируется именно в наше учреждение. Вот, помимо прочего, это не только жители города Якутска, это также и наша республика. Вот, если говорить о тяжелых пациентах, понятно, что все пациенты не доходят до нас, но самые тяжелые пациенты переводятся санитарной авиацией именно в наше учреждение, где им оказывается медицинская помощь. Конечно, валовая часть оказывается в травматологическом отделении. Вот, но участвуют в этом процессе все отделения. Какие пациенты проходят лечение в травмоцентре первого уровня и в отделениях республиканской больницы номер 2? Ну, если надо понимать, что согласно приказу Министерства здравоохранения и организации, то, как оно организовалось еще в далеком 2010-2012 году, у нас создан ряд травматологических центров по всей республике второго уровня, к которым прикреплены травмцентры третьего уровня, то есть более мелкие центральные районные больницы. И маршрутизация осуществляется таким образом, что с более мелкой больницы пациенты сначала переводятся, если травма позволяет, да, переводиться туда, травмцентр второго уровня. Если же решение принимается такое, что им необходим перевод в наше учреждение, это либо сразу с места, либо с травмцентра второго уровня, они переводятся к нам. То есть это этапность оказания медицинской помощи. Понятно, что принять всех пациентов в республике в одном учреждении невозможно. Мы просто будем перегружены сильно очень. Поэтому именно до оснащения, до обучения специалистов на местах это было абсолютно правильное решение, принятое Минздравом. И оно поддерживается до сих пор. То есть, как это было создано уже более 12 лет назад, так оно и существует по сей день. На базе травмцентра также проходят реабилитацию или какие-то восстановительные процедуры участники специальной военной операции. Расскажите подробнее об этом. Что касается, категории пациентов, у нас за период начала специальной военной операции прошло более 50 человек, участников. Конечно, большая их часть, они у нас шли по травматологической службе, это и амбулаторное звено, травмпункт так называемый наш, и отделение травматологии. В меньшей степени, конечно, уже другие профильные отделения, такие как нейрохирургия, челюстно-лицевая хирургия, терапевтический профиль. Проведено на сегодняшний день 12 операций. Тут надо понимать, что эти пациенты, им уже медицинская помощь оказана там на месте. Они, по сути, приходят нам на процесс долечивания. Те пациенты, которые у нас оперированы, это второй, третий этап их лечения. Поэтому, в общем-то, никаких проблем нету. У нас настрой такой, что данные категории пациентов у нас заходит в учреждение, оказывается медицинская помощь, минуя все очереди и так далее, и так далее. То есть у нас приоритет в отношении данной категории больных и также приоритет относительно их родственников. То есть тех людей, которые находятся там, эти родственники тоже у нас в приоритетном порядке госпитализируются, им оказывается медицинская помощь. На сегодняшний день 51 человек, если быть точным. Сейчас уже больше, и сегодня у нас несколько человек находится на лечении. Им весь комплекс лечения им оказывается нашими специалистами. А вообще, какой объем пациентов может принять травматологический центр? То есть не только если брать участников СВО, в принципе. Скажем так, здесь надо исходить из мощности медицинской организации. У нас 500 с лишним коек медицинской организации. То есть вот это мы можем принять. В случае необходимости, конечно, можем развернуться и на большее количество пациентов. У нас есть периоды, когда в том же травматологическом отделении, которое на 54 койки, у нас лежит и 70 человек, и 75, и 80. На сегодняшний день в ожоговом у нас отделении очень много людей лежит. Поэтому, конечно, резерв коечного фонда у нас существует. Мы центр экстренной медицинской помощи, мы готовы к массовому поступлению пациентов и так далее. Мы неоднократно доказывали, потому что мы можем эту помощь оказывать и оказывать ее качественно. Поэтому развернуться мы можем на серьезное количество коек, и все пациенты у нас будут... Всем пациентам будет оказана качественная медицинская помощь. Помимо прочего, это не только оказание
Врачами у нас расходная часть, то есть расходники, лекарственные препараты и так далее. Согласно приказу Министерства здравоохранения мы имеем запас определенный всех этих препаратов, расходных материалов для того, чтобы бесперебойно оказывать эту помощь. Сейчас в Якутске, да и в принципе по всей Якутии стоят сильные морозы, увеличивается количество пострадавших от отморожения. Вот, кстати, как правильно сказать, отморожение или обморожение, или это просто разные стадии ожога от холода? Ну, это два слова одного действия. Вот. Ну, если смотреть на медицинскую литературу, то все-таки отморожение. Понятия обморожения в медицинской литературе такого нету. Хотя в русском языке можно называть и так, и так. Поэтому правильней говорить отморожение. Отморожение. Да. Ну, а касательно стадий, то для нас это актуальный момент, да, особенно вот сейчас, когда морозы стоят такие. Это 4 стадии отморожения. Ну, и, конечно, чем раньше пациент к нам обратится, тем лучше. Мгм. Вот на сегодня сколько пациентов получают медпомощь в ожоговом центре? В ожоговом центре у нас вообще ожоговый центр рассчитан на 50 коек. Это 10 коек детского и 40 коек взрослого для взрослого населения. Плюс 6 реанимационных коек. Это отдельная реанимация конкретно для данной категории пациентов. На сегодняшний день, на сегодняшнее утро у нас 85 пациентов. Это практически все взрослый контингент. Слава богу, взрослых, да, детей у нас очень мало. Вот, конечно, ну, это такая сезонность определенная. У нас в летний период пациентов меньше, отмороженных, соответственно, тоже нету совсем. А вот зима, особенно вот январь, февраль, декабрь месяц, у нас, конечно, там чувствуется перегрузка определенная. Но у нас там очень дружный коллектив. Вот, они все высокие профессионалы своего дела, специалисты своего дела, и к этой нагрузке они привыкли. Вот у нас еженедельно проходит совещание, как бы мы тоже уточняемся, нужно ли усиливать постами и так далее. Они пока держатся и, в общем-то, справляются со своей работой. Вот. Иван Сергеевич, вот вы как врач-травматолог можете дать советы по профилактике вот, отморожений? Ну, как есть такая поговорка, да, не замерзает тот, кто хорошо одевается. Да? То есть профилактировать отморожение, конечно же, невозможно. Нельзя принять таблетку для того, чтобы не замерзнуть на улице. Надо все-таки тепло одеваться. Вот часто наблюдаю на улице, там, как ходят, бывает, с балды люди. Вот. Но приятно видеть, что большинство все-таки у нас население понимает, где они живут, одеваются тепло. Тем не менее, тут есть определенные моменты, когда человек чувствует и видит, да, что он отморозился или там где-то какие-то, бывают, ситуации на трассе происходят, там, да, когда серьезное отморожение бывает. Ни в коем случае нельзя руки или конечности опускать в теплую воду. Вот такие моменты есть. Потому что это резкий перепад температуры, и он только навредит. Отходить конечности, отмороженные ткани должны все-таки, ну не все-таки, а согласно рекомендациям клиническим, они должны отходить изнутри. То есть нужно обернуть теплыми одеялами, какими-то полотенцами, конечности и так далее. И уже, если нет возможности обратиться за медицинской помощью здесь сейчас, то, скажем так, прогрев ткани должен идти изнутри, а не снаружи. Поэтому вероятность, учитывая, что отморожение все-таки у нас это вещь такая, которая приводит к определенной инвалидизации, если степень высокая, да, то есть ампутации и так далее, для того, чтобы снизить вероятность, да, или там количество тканей, которые будут подвергаться ампутации, вот необходимо такие процедуры соблюдать. Ну и, конечно же, тепло одеваться, особенно в наших условиях, особенно при наших расстояниях, тогда, когда вот автомобили двигаются на тысячи километров туда, где дороги не совсем там хорошо освещены и так далее, и что-то может произойти, всегда надо иметь запас теплой одежды для того, чтобы могли долгое время продержаться. Я сам вот долгое время работал в Нерюнгринской центральной районной больнице, и в Алданской центральной районной больнице. Когда вот ездил в Якутск, например, на своем автомобиле, всегда имел запас. Валенки у меня лежали, ватные штаны, ватная куртка там, и так далее. То есть все это лежало, оно есть пить не просит, но в случае чего оно мне пригодится, я его одену и не замерзнет, по крайней мере. Но если сравнить по статистике, да, вот в этом январе больше пациентов именно с ожогами от отморожения, да, чем в прошлом году. То есть эти морозы действительно сказываются на числе больных? Ну, я бы не сказал, что есть какая-то прямая такая от года к году корреляция. В среднем у нас все равно сохраняется определенное количество пациентов. Да, там есть небольшой такой разбег, там несколько десятков человек, может быть, да, но в целом все равно уровень примерно остается один и тот же. Вот. И отморожения, как правило, бывают достаточно такие, знаете, глупые. Вот. То есть там забыл ключи от дома, там в алкогольном опьянении очень часто люди отмораживаются, то есть не чувствуют просто того, что они отмораживаются. Это очень опасно по-настоящему. И зачастую именно с тяжелыми отморожениями вот, взрослое население попадает там именно в состояние алкогольного опьянения. То есть здесь надо быть очень внимательным к себе,
как бы не экономить там, я не знаю, на такси или каких-то службах. И это бывает часто у нас в городе тогда, когда, в общем-то, есть куда зайти, есть где погреться и вообще как бы проследить за собой. А вот интересно, в какой сезон люди чаще получают травмы, да, если также говорить о статистике? То есть это летом, зимой, весной, либо осенью? То есть здесь я имею в виду все, то есть и переломы, и ожоги. Ну, характер травм, скажем так. Конечно, у нас травматологическая служба начинает работать, активно работать, это вот осенью и весной, тогда, когда у нас гололед. То есть это и в какой-то степени увеличенное количество ДТП, это и падение просто, кстати, где-то если скользко и так далее. То есть, конечно, они вот весна и осень для травматологической службы это наиболее напряженный такой момент. Что касается остальных времен года и других служб, то тут такой особой корреляции нет. Ну, к лету почему-то у нас все равно какой-то есть небольшой спад по количеству пациентов. Но, тем не менее, тут надо понимать, что отсутствие больного или там 2-3 больных, да, при наличии одного тяжелого больного, оно как-то компенсируется. Поэтому количество ДТП в летний период времени, оно увеличивается. Тяжесть травмы увеличивается, потому что скорость увеличивается в автомобилях и так далее. То есть тут сложно очень сказать по-настоящему. Но наиболее видно это вот весной и осенью. Весной и осенью все-таки, да? Да. Слушай, Иван Сергеевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам поменьше, конечно же, пациентов, но если и пациентов, то только благодарны. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.